Свой юбилей Фируза Чомагу-Акаба встречает на работе. Здесь еженедельно печатаются главные газеты страны: «Апсны», «Республика Абхазия», «Нужная», «Самурзакан», «Эхо Абхазии», «Эрцах» и другие. Буквально сегодня утром здесь напечатано около 1000 экземпляров Республики Абхазия. Заснять этот процесс наша съемочная группа не успела, но полиграфист с 50-летним стажем, наша юбилярша, рассказала, что происходит перед тем, как газеты попадают на прилавок. Когда они приносят газету, если вдруг что-то не так вышло, вот бывает, что у нас вот эти снимки не выходят. Значит, это уже компьютерщик виноват. Заново возвращаем, смотрим, хорошо вышло. Или в заголовках, если ошибки есть, тоже смотрим. Потом обратно посылаем. Фактически это корректорская работа, но мы видим, опять возвращаем, чтобы трата лишней бумаги, чтобы не было, чтобы пластину тоже, чтобы не испортить, потому что это все деньги. Впервые на работу в типографию тогда имени Ленина Фируза Акаба пришла работать сразу после окончания школы в 1966 году. Молодую девушку назначили переплетчицей книг и журналов. Несколько лет она была занята этой работой. Позже Фируза Акаба сменила профессию на учителя физики и математики, которую преподавала в Арасадзехской средней школе. В 1978 году она вновь возвращается в газетную типографию в Сухуми. Теперь осваивает новую для нее профессию – линотипист. Проще говоря, наборщик, работающий на линотипе. Чтобы качественно обучиться этому ремеслу, обычно требуется около полугода. Но наша героиня была утверждена на должность в типографии спустя месяц. Тогда очень было сложно набирать, потому что ручной набор, абхазские шрифты там подвесные тоже были, руками мы вставляли шрифты. А сейчас... Вы сами знаете, техника другая, время идет вперед. И что хочу сказать, мы ждали каждый понедельник, политбюро был тогда, коммунистическая партия же была, пока этот политбюро в 10 часов не завершится, мы ждали. Тогда мы на телетайпы получали, и так мы набирали. Да, в общем, круглые сутки работали. Бывало, когда съезды шли, вообще не выходили из... типографии, работали, перекусывали, тут чуть-чуть задремали, так работали. Мирный уклад жизни нарушила Отечественная война народа Абхазии. Но и в этих обстоятельствах работа не прекратилась, отмечает полиграфист. На протяжении 13 месяцев войны Фируза Акаба и ее коллеги продолжали работу над выпуском газет в городе Гудаута. И после войны, когда линотипы мы убрали, уже техника, стала другая, и я начальником цеха осталась и наблюдаю, как газета выходит. Фируза Акаба за время работы обучила своему ремеслу многих. Один из ее учеников, нынешний директор типографии Энвер Ходжава, вспоминает, как наша юбилярша радушно встретила его и разъяснила особенности работы в типографии. Сларцачка, это царагюси морят замаз шуксыбжа почти, а у иртона зин и царакон из создыхан из зимцоздыхан. Исхос абрила безурала саргинас аверска же ус обстакавшечо аверска ассом. Ларис ларцетл безурана. Ини же шуксер нерахана услухет, а коллектив что зигбзе дербот, потом лукахцот хазиге хочет дуизиге на коллективге на редакции хизугар бас хнижо хуюкара рахаоб штатное расписание что зигбатору курцот лолма цара ягзам ларнас змал хапюзеге деждроза Вова Кабба, Владимирович, редакторские услуги, это на редакторские услуги, мы редактор дообдиюет и гивет нот. Но в жизнь Фирузы Акаба приходило и горе. Ее единственный сын Алмаз Акаба, которому было всего 17, героически погиб в июле 1993 года, освобождая стратегически важную в ходе Отечественной войны для абхазской армии высоту – гору Ахбюк. Самый горький момент это был, когда мой сын погиб. А самое такое, когда объявили, хотя я не знала, где мой ребенок, но День Победы, когда объявили, для меня была это большая радость. Мой сын не встретил, но за что он боролся, то мы и победили. А потом во время войны родилась моя внучка,
от дочки. И вот она меня спасительница. У меня еще есть 3 внучки, они очень хорошие, прекрасные. Вот это та моя спасительница. Вот сейчас она закончила международный факультет в Стамбуле, факультет политологии. Вот она закончила, она мне подарок сделала, закончила институт и приехала вот сейчас. Она 25 лет, она ровесница Дня Победы. Фируза Кабба отмечает, что, может, и ушла бы на пенсию, оставив работу в типографии, но здесь, еще совсем ребенком, начинал подрабатывать ее алмаз. В память о нем и, конечно, благодаря дружному и талантливому коллективу типографии, она и сегодня продолжает трудиться и следить, чтобы ни в одном номере печатной продукции не было ни единой ошибки. Анастасия Никонова, Раму Камке, Абаза ТВ.